уважающий себя подрядчик, получив обоснованным способом подряд, должен сесть и изучить проект, смету. И уважающий себя подрядчик не приступит к выполнению работ, где по проекту лестничные марши без перил, где на объекте нет воды, нет канализации. Если это больница, не запроектирован морг и многое другое. Это уважающий себя строитель так должен поступать. А не уважающий себя строитель, он пускается во все тяжкие. И потом остается головная боль. Сколько мы должны собственных средств вложить в инвест-объект в квартале? Очень много, Александр Сколько? Валентинович. У нас нет, это нет, не 58 миллионов, там недостаток Он со средств свалками свыше имеет 20 в виду, миллионов. Свыше 20 миллионов недостаток средств, которые российская сторона профинансировала в соответствии с заявкой, однако средства были отвлечены на другие объекты. Соответственно, мы объект фактически завершили, в ближайшее время ожидаем уже ввод в эксплуатацию, но у нас, соответственно, финансовая неурегулированность вопроса присутствует. Вот в том числе, чтобы не допускать подобного рода казусов в перспективе. И эти казусы не единичные. К сожалению, в какой-то степени они носят системный характер. Я же не говорю о руководителях, которые работают на тех или иных объектах, сданных по инвестпрограмме. Если руководитель не знает, что у него на объекте происходит, работают или нет те или иные системы, течет крыша, пробитая нерадивыми людьми, разгромлены подсобные помещения. Это тоже вопрос, а это все взаимосвязано, к сожалению, это все взаимосвязано. Конечно же, слава Богу, есть вопросы прямо противоположные, когда руководители очень ответственно подходят к объектам, сданным по инвестпрограмме и не по инвестпрограмме. Ответственно. Я в этом убеждался неоднократно. В частности, вот в Чамчирском районе Дом культуры, он стоит, как будто бы его вчера сдали. Зал, который отремонтирован в Парчал, во Дворце культуры, как будто бы это сегодня произошло. В Гулеривче Дом культуры и многие другие объекты. И мы хотим, чтобы именно так и было. И строили качественно, соответственным образом, и потом за этим следили соответственным образом. Рекомендовал бы вам зайти месяц назад в филармонию и посмотреть, там, на что похожи подсобные помещения. Или что у нас в театре абхазском, куда делать все оборудование закупленное, очень дорогое, очень качественное, куда оно делать? И кто за это должен отвечать? Ответственных нет. Один начальник, второй начальник, третий начальник, четвертый начальник. Нет ответственных. Все это в итоге государственные деньги, все это в итоге деньги налогоплательщиков. Поэтому подход должен быть, Кристина Константиновна, жесткий. Жесткий подход. По-другому ничего не получится.